Молочные продукты прямо с тротуаров. Продавать молоко, сыр, мацони на улице крестьяне уже давно взяли за правило. Говорят, так намного выгоднее. Но насколько это безопасно для покупателей и не нарушают ли они тем самым санитарно-эпидемиологические правила? На эти вопросы мы сейчас постараемся ответить. Вы знаете, что здесь нельзя сыр продавать? Нельзя, но что делать? Машину здесь оставить, туда подняться тоже. Потом машина не будет за это сыр. А вас предупреждали, что здесь нельзя продавать? Ну, редко говорили. Увидев камеру, продавцы стали складывать свой товар и прятать под лавки. Проблема в том, что продукты питания не продают буквально с земли. Для всех очевидно, что делать этого нельзя. Не раз продавцов предупреждала и администрация рынка. Весь товар упакован в пакеты и разложен на лавках, сделанных из ящиков. Но в любом случае сыр и молоко должны храниться в специальных холодильных камерах, убеждены сотрудники санэпидемстанции и администрации рынка. Как можно на улице, на асфальте продавать сыр? Специалисты на втором этаже, где насильный отдел и молочный отдел над холодильником, чтобы они могли продавать. Они имеют места, они сами места сдают в аренду. И на улице легче продавать, понимаешь? Машина проехала, раз отнял, взял, продал, купил, все. А легче наверху, красиво, цивильно, все наверху лучше же продавать. Мы хотим эту систему поломать, чтобы на улице никто даже зелень не продавали. Мы все возможное делаем, чтобы они наверху стали. Покупатели признаются, молоко и сыр именно у этих продавцов приобретать намного удобнее, так как этот товар всегда дешевле, а самое главное, он домашний. Алина Бганова часто покупает сыр именно в этом месте. Она отмечает, что факт продажи товаров с земли ее, конечно, смущает, однако женщина все равно считает, что тут продукты покупать намного выгоднее. Ну а по каким причинам люди реализовывают свой товар в неположенных для этого местах, нам рассказали сами продавцы. Здесь продаем, утром рано быстро идем. Места нету, чтобы мы нормально стоять. Где мы будем стоять? Там хлеб, там галоши, там не знаю, что кое-чего. За это мы, селенский человек, продадим и уходим. Скажите, а вас предупреждали, что нельзя этого делать? Да, все. Что обманывать, да. Я его редко продаю, я свой продаю. Месяц один раз. Я туда сдавать не буду, потому что они за копейки берут. Почему я должна сдавать? Администрация рынка не раз предупреждала о том, что реализовывать товар в этих местах нельзя. Но по сей день торговля тут продолжается. Более того, продавцы готовы выплачивать штрафы, но уходить не собираются. По словам руководства рынка, если ситуация в скором времени не изменится, они будут вынуждены изымать товар. Они платят деньги. Вот знаете, если не платили, другое дело. Они штраф заплатили, все равно они стоят. Понимаешь? Мы сейчас предупреждаем, а в следующий раз будем изымать. В склад положим, или детские дома, или в школу, садиках будем раздавать. Больше выхода нет. На сегодняшний день вокруг рынка на тротуарах продается молочка, фрукты и овощи. Многих не смущает даже то, что рядом с торговыми лавками лужи грязи. Одни объясняют это тем, что не могут поднимать тяжелые ящики на второй этаж. Другие же считают свое нахождение здесь более прибыльным. Администрация рынка делает все возможное для того, чтобы решить эту проблему. Но пока усилия не дают никаких результатов. Возможно, проблема решится именно тогда, когда люди поймут, что продавать продукты питания необходимо в специально отведенных для этого местах. Сария Смыр, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.